бірінші жалпы қазір энергия жоқтықпен келеді. Ол қалқанша безі. Стресстің кезінде қалқанша безін сындырып тастайды. Одан кейін женский жақ, яғни көбею жақ. Көбею органы тоқтайды. Месячный бұзылып қалады, или миома болады, эндометриоз болады, или вообще бала көтермейді. Неге? Бірінші кезекте анау стресс болып жатқан адамды аманап қалу. Жаңа аппарат эндокринный системаға түсіп жатқан нагрузканың бәрін көресің. Просто общий анализ кровидана қарай салуға болады, адам қандай деңгейде жүрген. Четко айтады. Сосын айтамын, ал бастай бер деймін. Не мәселе отыр, қандай стресстер үшін? Ал басталады. Үшін мен кабинетімнен жыламай шықпайды адам. Мен соны түсіндіріп бергенде, сен бірінші соны шешуің керек. Ол потому что постоянно сенің энергияңды алып жатыр. Сен соны шешкен кезде мынау эффективно болады. Мен саған ем жазып берейін, бірақ ертең маған ренжіп келме деймін. Қаласаң бәрін бірге істе. Жаңа стрессіңмен де жұмыс жаса. Былайша айтқанда жылап жүріп бәрін кінәлай бермей есей деп тұрық та. Иә. Шеш, ренжисің ба, ренжімейсің ба? Проблеманы үстінен қара. Иә, үстінен қарамасаң сен шеше алмайсың. Қазір көп адамда энергия жоқ. Бәрекелді. Сен неге бұл жол таңдадың десе не дейсің? Елімізде басқа жолдардың бәрі нашар, сол үшін осы жолға кеттім дейді. Бәрекелді. Сен неге бұл жол таңдадың десе не дейсің? Елімізде басқа жолдардың бәрі нашар, сол үшін осы жолға кеттім дейді. Офиса на втором этаже своего особняка, когда увидел, как Марина подошла к задним воротам. 7 часов утра, как всегда. Ни минуты больше, ни минуты меньше. 2 года работая в его доме, и она ни разу не опоздала. Это должно было радовать любого работодателя. Но Роберто испытывал странное беспокойство, когда наблюдал за механической рутиной служанки. Марина Силва шла по саду уверенными шагами. Черная сумка всегда прижата к телу. Глаза были устремлены в землю. Она носила одну и ту же одежду каждый день. Темные джинсы, простую хлопковую блузку, белые кроссовки, которые уже видели лучшие дни. Но в ее осанке было что-то, что привлекало внимание. Это не была согнутая поза человека, побежденного жизнью. Она была прямая, достойная, словно в ней был внутренний смысл, который поддерживал ее. Роберто знал достаточно людей, чтобы понимать разницу. В свои 45 лет строя империи в недвижимости, он общался с людьми всех социальных слоев. Он умел отличать тех, кто действительно сломлен, от тех, кто просто переживает трудный период. Марина явно не была из первой категории, но и не казалась временно в затруднительном положении. Он спустился по лестнице и вошел на кухню, где Марина уже готовила завтрак. Как всегда, она вежливо поздоровалась. «Доброе утро, сеньор Мендес». Он ответил тем же, не поднимая глаз от сковороды, где жарил яйца. Роберто наблюдал, притворяясь, что читает газету. Марина работала с тихой эффективностью, которая была почти пугающей. Она не тратила лишних движений, не оставляла дела незаконченными, никогда не требовала повторных инструкций. За 2 года Роберто не мог вспомнить ни одного серьезного промаха с ее стороны. Казалось, она вкладывала всю свою умственную энергию в то, чтобы быть идеальной в своей работе. «Марина», — сказал Роберто, когда она поставила перед ним тарелку, — «ты не хочешь сесть и позавтракать со мной? Этот стол слишком большой для одного человека». Она остановилась на секунду, как всегда, когда он пытался завязать разговор. «Спасибо, сеньор Мендес, но мне нужно закончить уборку гостиной до 9. Всегда один и тот же вежливый ответ, всегда одна и та же невидимая преграда. Роберто не был человеком, который легко сдается, он не построил состояние, будучи пассивным. Но у Марины был такой способ отказа, что не оставлял места для настойчивости без ощущения неловкости. Остаток утра прошел по обычному сценарию. Марина тщательно убирала каждую комнату, организовывала, протирала пол и пылесосила. Роберто пытался работать в офисе, но ловил себя на том, что смотрит в окно каждый раз, когда она проходила по саду. В ней было что-то, что глубоко его интриговало. Нерассказанная история, которая казалась слишком тяжелой для ее нежных плеч. Около 11 часов Роберто разговаривал по телефону, решая проблему с застройщиком, когда услышал странный шум из гостиной. Он извинился перед собеседником и пошел проверить. Марина была на коленях, переставляя книги, упавшие с полки. В этом не было ничего необычного, кроме того, как она двигалась. Слишком медленно, словно каждый жест требовал сосредоточенных усилий. «Все в порядке?» — спросил Роберто. Марина быстро подняла голову, и он увидел то, чего никогда раньше не замечал. Под глазами у нее были глубокие темные круги, как будто она давно не высыпалась. Это было не